Министерством иностранных дел республики организован круглый стол на тему «Российско-абхазские отношения. Контуры нового уровня интеграции». Абхазские и российские политологи, преподаватели вузов, государственные чиновники, представители неправительственных организаций выслушали доклады коллег и обсудили различные аспекты заданной темы. С приветственным словом к участникам круглого стола обратились исполняющий обязанности министра иностранных дел Вячеслав Чирикба и посол России в Абхазии Семен Григорьев. Целесообразность организации нынешней встречи очевидна. На фоне стремительно меняющегося международного контекста возникает необходимость сверки часов в обмене мнениями по важным аспектам как международной, так и региональной ситуации между ведущими специалистами в области российско-абхазских отношений. Взаимный интерес очевиден, и он составляет важнейший базис российско-абхазских отношений. Фактор, который является долговременным и который выделяется в силу своей значимости среди всех остальных важных аспектов наших взаимоотношений. Эта инициатива крайне своевременная и отражающая потребности как развития двух наших стран, так и наших двусторонних отношений. Проблема повышенной или углубленной интеграции и вообще назревших изменений в российско-абхазском сотрудничестве вошла в наш двусторонний дискурс, наверное, где-то уже несколько месяцев, но особенно активно она обсуждалась в ходе предвыборной кампании в Абхазии, наряду с острыми актуальными вопросами внутренней ситуации в Абхазии. Вопросы российско-абхазских отношений стали одной из главных тем выступлений участников предвыборной гонки. И в ходе дискуссии высказывалось очень много предложений, очень много инициатив. Сегодня, я думаю, что нам предстоит в этой представительной аудитории, нам предстоит выяснить, какие из выдвигавшихся идей являются реализуемыми на данном этапе, какие, возможно, потребуют большой подготовительной работы и поэтапного внедрения в жизнь. Работа круглого стола состояла из двух сессий. На первой были представлены доклады о российско-абхазских отношениях на новом этапе в условиях полицентричной системы мироустройства, о влиянии украинского кризиса на Кавказский регион, о российско-абхазском партнерстве как факторе развития экономики, социальной сферы и образовательной системы в Абхазии. Я хочу немножко вернуться все-таки назад, чтобы мы поняли, в каком месте мы через 20 лет оказались и что мы можем ожидать от наших дальнейших двухсторонних отношений. Собственно, тогда, 20 лет назад, в Абхазии была разруха и нищета, но вместе с тем дух победителей, который очень контрастировал с моральным упадком в тогдашней России. И вопрос о том, что же вы, он всегда звучал здесь и в Абхазии, и в других местах Кавказа, и ответить, к сожалению, на него было нечего. С того времени наши двусторонние отношения прошли несколько этапов. Я для себя отметил их и постарался выделить самое важное в каждом этом этапе. Собственно, первый этап – это 30 сентября 1993 года и вплоть до введения блокады. Собственно, до блокады была еще информационная блокада, потом было войск российских миротворцев, который уменьшил угрозу новой войны. Попытки Тбилиси с помощью России вернуть Абхазию, были генерал Кондратьев, был генерал Якушев, разные генералы вели разную политику. Тогда происходили интересные процессы в Абхазии. 23 марта 1993 года Верховный Совет Абхазии обратился к Верховному Совету России с просьбой вернуть Республику Абхазию в состав, либо под покровительство России. И, собственно, тогда лозунг возвращения в Россию, он был весьма распространен, и можно сказать, что господствовал в общественном сознании. Потом был сход, это уже в условиях блокады, апрель 1995 год, и народный сход здесь, в Сухуме, на известной площади, принял обращение, где говорил, что мы подтверждаем, что рассматриваем Абхазию как территорию, находящуюся под покровительством и защитой России.
Только единение с Россией позволит возродиться многонациональному народу Абхазии, который не мыслит своего существования без тесного общения с родственными народами Северного Кавказа, всей России и Европы. Только Россия способна обеспечить в регионе мир и спокойствие, сохранить многонациональный народ Абхазии и необходимое для его существования политико-экономическое и духовное пространство. Исходя из вышеизложенного, мы, участники схода многонационального народа Абхазии, вновь обращаемся к народу и руководству Российской Федерации с просьбой о воссоединении Абхазии с Россией. Сухум, 16 апреля 1995 года. А блокада, она привела к тому, что общественные настроения в Абхазии менялись, и все те, кто ходил через эту границу, он на себе чувствовал все прелести того режима, который существовал, и результаты той политики, которая сводилась к тому, что Москва пыталась всеми силами впихнуть Абхазию обратно в состав Грузии. Делалось это разными способами, прежде всего экономическими, но в том числе и путем манипуляции с российскими миротворцами и их мандатом. И все это длилось довольно долго, и ситуация была весьма нестабильной. И, собственно, все это продолжалось вплоть до 2008 года, но до этого были тоже важные события. Вот следующий период, это 2001 год, это снятие блокады, и вплоть до 2004 года. Вот здесь мы можем говорить, что произошли большие изменения в российском руководстве. И показательно, что одно из первых решений премьер-министра Путина, еще не президента, а только премьер-министра, было в том, что был режим блокады с Абхазией снят. И потом начали развиваться отношения в конструктивном ключе, и вот эта вот политика впихивания Абхазии в состав Грузии наконец была закончена. Выросла по объемам своим помощь в восстановлении Абхазии со стороны России. Ну и, собственно, здесь вот очередной переломный этап возник в 2004 году, потому что на фоне вот этих вот 3-4 лет восстановления и уже участия России в решении абхазских проблем, со стороны Кремля было стремление сохранить вот эту преемственность и наработанные отношения с абхазским руководством. И, собственно, вот это вот события 2004 года, они стали для Кремля неожиданностью, потому что для нашего руководства то, что Владислав Григорьевич, его курс будет продолжен Раулем Джумковичем, и, в общем-то, это рассматривалось как естественное течение событий. И то, что здесь развернулись такие драматические события, конечно, это вызвало удивление и непонимание, и это осложнило отношения. И, в общем-то, после вот этого кризиса 2004 года понадобились большие усилия, чтобы эти отношения выстраивать вновь. Очень хорошо, что они были выстроены в конструктивном ключе и Сергеем Васильевичем Багапшем. И здесь наступает другой период, уже совершенно качественно другой, 2008 год. Это события в Южной Осетии, признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. Здесь уже Абхазия перестает быть непризнанным государством, становится частично признанным, и отношения выходят на совершенно другой уровень. И вот сейчас наступает новый этап наших отношений. Ну, можно сказать, что он начнется с момента инаугурации уже 4-го президента Абхазии. И здесь мы можем говорить о том, что возникают принципиально новые возможности по дальнейшему развитию того потенциала, положительного потенциала в наших двусторонних отношениях, который имеется. Но прежде всего, вот идея общего периметра безопасности по реке Ингур позволит максимально упростить режим пересечения границы на реке Псоу для граждан и грузов. На протяжении 20 лет это проблема, которая отравляет жизнь абхазского населения и препятствует многим гражданам России приезжать сюда на отдых. Так что здесь, если это удастся действительно сделать, вот, то это будет радикально и быстрым решением очень многих проблем. Наблюдаемый кризис в отношениях России с Евросоюзом и США по поводу Украины дает возможность для Абхазии отправлять на российский рынок практически все, что производится в Абхазии.
И проблема сейчас не в ограниченном доступе на российский рынок и вход в российские торговые сети, а внутри Абхазии в сборе всей произведенной сельхозпродукции, ее транспортировки до границы и далее в российские торговые центры. Возникает фактор Крыма, и здесь новые возможности по развитию новых черноморских проектов по линии Абхазия, Сочи, Новороссийск, Крым. Здесь и туризм, и молодежь, и культура, и образование, и масса всяких возможностей, которыми можно воспользоваться. В настоящее время Россия и Абхазия готовят новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он должен вобрать в себя наиболее эффективные компоненты существующего формата абхазо-российских отношений, способствовать их углублению. Я только опять же могу присоединиться к оценке МИД Абхазского, что в Абхазии уверены, что дружественные и полноформатные российско-абхазские отношения будут укрепляться на благо народов обеих стран. Переход на новый уровень российско-абхазских отношений, качественный рост интеграции наших стран в различных областях – это не только возможность, которой мы можем воспользоваться, но и объективная необходимость. Содержанием нового качества отношений должна стать ускоренное развитие экономики, повышение стандартов социальной поддержки граждан Абхазии, значительное укрепление безопасности, подключение Абхазии к ресурсам и инструментам модернизации, предоставляемым интеграции на постсоветском пространстве. Абхазия должна укрепить свою роль, которая бы соответствовала потребностям ее внутреннего развития и требованиям внешнего мира. В чем заключаются эти требования? Сегодня это в первую очередь безопасность, устойчивое развитие и определение своего места в формирующейся полицентричной системе мироустройства. А какие факторы влияют на контекст, определяющий наши внутренние и внешнеполитические стратегии? На мой взгляд, это обострение геополитической конкуренции в Закавказском регионе и связанные с этим угрозы безопасности. Ситуация, когда кризис на Украине используется для реанимации военного потенциала Североатлантического альянса и наращивания сил НАТО в Восточной Европе. Второе. Усилия Грузии и ее западных союзников по воспрепятствованию широкого международному признанию Абхазии, реализации прав граждан Абхазии, возведения барьеров к международному общению, допущения экономических контактов. И третий фактор – это развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, который становится важнейшим фактором развития. 2014 год стал переломным не только для России, но и для всего мира. Кризис на Украине и возвращение Крыма в состав России, резкое охлаждение отношений России и Запада, уже впору говорить о противостоянии, ярко обозначили изменение контуров современного миропорядка. Иллюзии однополярности разбились об устремление укрепившихся традиционных центров силы, таких как Россия, Китай, а также набирающих силу стран Латинской Америки. Идет сложный процесс кристаллизации полицентричной системы мироустройства, который сопровождается нестабильностью, неопределенностью и конфликтогенностью. Реанимация конфронтационного духа в отношениях России и Запада дает основание сегодня ряду крупных политологов предполагать, что начинается новый раунд холодной войны. И вот я процитирую американского политолога Роберта Легвалда о том, что новая холодная война будет крайне разрушительна, она скажется на всех сколь-нибудь важных аспектах международной системы. И среди вопросов, по которым будет прервано сотрудничество России и Запада, Легвалд выделяет и урегулирование локальных конфликтов на постсоветском пространстве. Абхазия сегодня активно вовлечена в региональные процессы геополитической конкуренции. На нашей границе с Грузией фактически проходит линия конфронтации России и Запада. Этот геополитический разлом становится все очевиднее. И этот тезис можно проиллюстрировать рядом свежих примеров. Политика Грузии после поражения режима Саакашвили, прихода к власти новой команды в 2012 году, все-таки отличалась большей прагматичностью, в том числе в плане восстановления неполитических отношений с Россией. Но при этом очевидно, что процесс интеграции Грузии в военные, политические, ментальные структуры Запада неостановим и необратим. Вряд ли у нас появятся сегодня возможности для качественного улучшения отношений и с Европейским Союзом. Стратегия Европейского Союза на постсоветском пространстве была изначально брошена на откуп странам, настроенным антироссийски. Не сформулированная по сути, стратегия стала использоваться Грузией, Украиной и другими странами для подмывания основ российского влияния в постсоветском пространстве. И поэтому идея о том, что, например, Абхазия могла бы стать зоной сотрудничества России и Европы
в регионе остались лишь мечтаниями, противоречащими реальности. Это привело к провалу политики Восточного партнерства, а также усилий ЕС по управлению конфликтами. В итоге регион оказался вновь втянут в геополитическую конкуренцию. Абхазия оказалась заложницей грузинского влияния на европейские подходы. Поэтому попытка выстроить прагматичную европейскую альтернативу американской идеологизированности не удались. Не получилась и реализация политики многовекторности, провозглашенной в Абхазии в середине 2000-х годов. Она столкнулась с суровой реальностью, в которой маневрирование стран, не обладающих достаточными для этого ресурсами, малоосуществимо. Нам всегда предлагалась игра с нулевой суммой и ценностный выбор, на который Абхазия пойти не могла. В этих условиях Абхазия, как ближайший союзник России и часть, член ее геополитической команды, должна перейти на еще более понятные основания нашего политического и военного позиционирования в регионе и быть готовой к тому, что большая часть международного сообщества будет консолидироваться на основе радикального неприятия всего, что связано с Россией. Это может резко осложнить и без того непростые перспективы признания Абхазии со стороны стран Запада, усилить внешнее давление на Абхазию, может создать новые угрозы стабильности и безопасности. Ответить на эти вызовы и действовать в новых, естественно, симметричных условиях Абхазия сможет опять лишь в тесном партнерстве с Россией. Поэтому вполне закономерно, что в ходе встречи в Москве президентов Путина и избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба 27 августа сего года шла речь о возможности и необходимости заключить до конца текущего года новый договор между Россией и Абхазией. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, целью которого станет качественное повышение уровня интеграции между двумя суверенными государствами. Речь должна идти о том, чтобы, не отрицая и не аннулируя проделанный значительный объем работы по развитию российско-абхазских отношений, в частности, наша обширная договорно-правовая база сегодня насчитывает 84 двусторонних документа, принять некий новый документ, который более четко закрепил бы контуры стратегического партнерства в новых условиях. Основные компоненты планируемого документа – это формирование единого внешнего контура обороны, укрепление сотрудничества в области правоохранительной деятельности, более эффективное содействие в социально-экономическом развитии и повышении жизненного уровня граждан Абхазии, упрощение режима на российско-абхазской границе. И эти все компоненты ни в коей мере не направлены на ущемление суверенитета Абхазии. Речь идет о том, что Абхазии выпадает шанс воспользоваться новыми ресурсами развития и модернизации, но воспользоваться с умом и пониманием того, что никто не сделает нас лучше и счастливее, кроме нас самих. Сегодня с очевидностью стоит задача укрепления государственной границы с Грузией, выстраивания полноценной инфраструктуры, минимизирующей незаконное пересечение и инфильтрацию криминальных элементов с грузинской территории. Большой объем работы уже проделан, но предстоит сделать еще больше. Более качественная защита границы с Грузией позволит нам значительно упростить режим на российско-абхазской границе, что сделает возможным подключение Абхазии к ресурсам и механизмам интеграционных проектов. К сожалению, наше государство само находится в таком состоянии, что нашему государству помогает, хотя и братская, и дружеская страна, но соседнее государство. И сверхзадача нашего правительства, нашей команды, которая пришла сегодня к власти, это в ближайшие 5 лет сделать именно так, чтобы мы не обращались никому за такой помощью. Мы гордые, сильные, независимые люди. Мы должны построить свое сильное государство. Наша страна социально ориентированная. У нас много социальных проблем. Мы вышли из тяжелой войны, и наши люди многие нуждаются в социальной поддержке. Они не могут сами заработать эти деньги. И мы должны всегда об этом помнить. Я был на прошлой неделе в Москве, когда мы обговаривали, сейчас в Москве верстается бюджет следующего года, и когда мы обговаривали о количестве помощи России,
на следующий год Абхазии. И мы в первую очередь говорили о том, что обязательно нужно помочь нашим пенсионерам, которые не имеют российское гражданство и получают на сегодняшний день всего 500 рублей абхазской пенсии. Наша команда при поддержке избранного президента принимает такое решение, и с января следующего года абхазская пенсия увеличится не просто в разы, а почти в 10 раз. Это, конечно, очень хорошо, но это тоже не нами заработанные деньги. Современное государство, цивилизованное, которое использует рыночные механизмы, построены так, на самом деле опираясь на индивидуализм, эгоизм человека, люди приносят столько благ, что хватает и другим людям для того, чтобы оказать социальную помощь. И мы в нашей стране обязательно идем по такому пути, будем использовать все рыночные механизмы для того, чтобы наши люди занимались бизнесом, могли зарабатывать и на себя, и могли поддержать и других людей в социальной сфере. Сегодня я буду говорить об украинском кризисе и его влиянии на ситуацию на Большом Кавказе. В последние несколько месяцев в информационном пространстве, в экспертной дискуссии Украина заняла полностью все практически. Даже такие актуальные темы, как Ближний Восток, ситуация в Закавказье, на российском Северном Кавказе оказались вытесненными на второй план. Для европейской безопасности, пожалуй, это самый крупный и масштабный вызов после серии вооруженных этнополитических конфликтов на Балканах. Это вооруженный конфликт в центре Европы фактически. В 2014 году украинский кризис спровоцировал, можно так сказать, ускорил переформатирование всего постсоветского пространства. Это некрасивая метафора, но мы можем сказать, что после ситуации с Крымом постсоветское пространство стало радикально другим. Беловежские соглашения вообще фактически остались достоянием истории. Это изменило те прежние ставки, которые на постсоветском пространстве были. Они сильно повышены. Появился фактически новый статус-кво. И, конечно, об этом Ираклий Хиндба уже справедливо сказал. Самое крупное противостояние между Россией и Западом после окончания Холодной войны – это нынешнее вокруг Украины. В какой мере эта ситуация повлияла на положение дел на Кавказе? Если говорить о украинском кризисе и влиянии на Грузию, то, конечно же, эта ситуация ускорила подписание и ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом для Грузии. Не исключено, что без украинского кризиса этот процесс был бы гораздо более долгим, более затяжным. Сейчас он прошел довольно-таки быстро. Новое руководство Грузии стратегически оставило ту же самую цель. Но тактически ситуация поменялась. Руководство Грузии говорит о необходимости нормализации отношений с Россией, чтобы приблизить чаемое предоставление статуса в НАТО, может быть, когда-нибудь членство в Европейском Союзе. Тем не менее, эта нормализация имеет очень четкие совершенно красные линии, за которые ни грузинское, ни российское руководство не зашло. Эта красная линия, самая главная, статус Абхазии и Южной Осетии. Все это осталось. Обещание, скажем, правительства Грузии как-то оккупационное законодательство купировать, изменить, они так по большому счету обещаниями остались. Да, некоторое смягчение произошло позиции, но незначительное. Тем не менее, Грузия, например, хотя и приняла много резолюций в поддержку Украины, ее территориальной целостности, не поддержала санкции против России. Но я не знаю, в каких бы санкциях Грузия могла бы участвовать, но если говорить о неких символических актах, то этого не произошло. В интересном плане, конечно, отражается украинский кризис и в Южной Осетии, и в Абхазии, в частично признанных республиках. Если говорить о Южной Осетии, то, конечно же, мы видим проявление этого влияния на результатах последних парламентских выборов, где партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым, которая была создана за год фактически до этого, взяла контрольный пакет, а сам Анатолий Бибилов стал спикером парламента под лозунгами объединения двух Осетий под российской эгидой. Да, конечно, это старый лозунг Южной Осетии. Конечно, Южная Осетия от Абхазии очень в этом смысле отличается. Сегодня несколько
наших уважаемых докладчиков сказали о том, вот я процитирую: независимость народа Абхазии – высшая ценность. Никто не должен подвергать сомнению абхазскую независимость. Абхазия – это союзник, обладающий собственным достоинством и так далее. Это позиция абхазская. Союзничество, высочайшая степень интеграции, но не вхождение. В Южной Осетии другой взгляд. Он был с самого начала 90-х годов. Тому есть много объяснений: географических, политических, там, этнических и так далее. Но идея повторения, условно говоря, крымского сценария, она очень сильно многими головами, так сказать, в Южной Осетии овладела. И это фактор. И сам президент господин Тибилов с этим вынужден тоже считаться, заявляя о том, что мы бы хотели ускорить как-то эти процессы и так далее и тому подобное. Во многом ситуация такого крымского очарования, похоже, и проявляется в Приднестровье, но это отдельный случай, выходящий за кавказские пределы. Что касается Абхазии, то мы тоже видим определенное, скажем, поднятие тех тем, их актуализацию новую. Старых тем, которые были раньше, но они актуализированы. Это ситуация в Гальском районе, да? Вопрос по отношению к жителям более жесткого курса, который сейчас обозначается, безусловно. Я сейчас не даю оценку, хорошо это или плохо, я это констатирую просто. Укрепление, скажем, границы с Грузией, выстраивание более высокого уровня интеграционных связей с Россией, включая кооперацию в военной сфере, включая, так сказать, более высокий уровень там, интеграции в вопросах безопасности, возможно, нового договора. Как бы то ни было, вот эти вопросы, которые, конечно, были, конечно, обсуждались, они вышли на первый план. И даже то, что в абхазских выборах 4 кандидата это были люди, так или иначе связанные с функциями безопасности и обороны, это тоже показатель. Такого раньше не было в Абхазии. Опасения Грузии, опасения усиления, так сказать, возможного давления с той стороны. Да, может быть, кому-то эти опасения кажутся наивными и так далее, но здесь есть масса объяснений, почему они таковы. И на сегодняшний момент эти темы очень актуализированы, это тоже надо понимать, это тоже следствие вот этой общей ситуации на постсоветском пространстве, когда формируется новый статус-кво фактически. Экономическое развитие стран сегодня невозможно в условиях изоляционизма, в условиях автаркии, в условиях исключительной опоры на собственные силы. Это касается любой страны, таких крупных стран, как США, или блоков, как Европейский Союз, а тем более таких малых экономик, как абхазская экономика. Для Абхазии участие в интеграционных процессах является вопросом жизненно важным, который может привести только к экономическому развитию. Без этого повышать уровень жизни людей в Абхазии будет невозможно. Но экономическая интеграция Абхазии в мировую главным образом возможна через сотрудничество и развитие экономических отношений с Россией, поскольку мы все же находимся в состоянии конфликта с Грузией, нас до сих пор не признает большинство стран мира. А наличие традиционных связей с российской экономикой является серьезной базой для наращивания интеграционных процессов. У нас до сих пор более 96% туристов, которые прибывают в нашу страну, это граждане Российской Федерации. Подавляющая часть экспорта сельхозпродукции вина направляются в Россию. Но необходимо отметить, что мы пользуемся российским рублем как официальным платежно-расчетным средством, и у нас отсутствует эмиссионный центр, мы не можем печатать эти деньги, поэтому для нас положительная сальдо внешнеэкономических связей является заменителем эмиссионного центра. Поэтому развитие экспортных отношений является стимулом для развития экономики в целом. Уже 20 лет прошло, как мы строим независимое государство и независимую экономику. Однако с точки зрения развития экономики мы не можем говорить о том, что сделали большие успехи. Есть объективные и субъективные причины тому. Дело в том, что несмотря на многомиллиардную помощь, которая шла в Абхазию, нам таки не удалось построить эффективную экономику. Более того, вот анализ официальных данных статистических показывает, что
С 2011 по 2013 годы, на который приходился пик российской помощи, валовый внутренний продукт Абхазии сократился на 6%. Пенсии пенсионеров, как было сказано, не повышаются уже почти 10 лет, 500 рублей, хотя цены значительно выросли. Заработная плата бюджетников, кроме тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения, не повышается уже почти 5 лет. Ну и так далее. Много говорить можно о цифрах, но смысл один. Смысл в том, что необходимо пересмотреть характер использования российской помощи. Безусловно, эта помощь нужна, без этого Абхазия не сможет выкарабкаться из того состояния, в котором она пребывает. Но, наверное, необходимо говорить о том, как нужно вкладывать деньги в нашу экономику, изучать проекты на вопрос экономической эффективности, либо на вопрос социальной значимости для Абхазии. В Абхазии имеется также большой транзитный потенциал, сегодня тоже об этом говорили. Можно использовать дорогу с Северного Кавказа через Абхазию с выходом на море. Необходимо ставить вопрос об открытии аэропорта и также налаживание морского сообщения с Сухом, Сочи, Крым, как уже говорилось. Это позволит не только повысить ВВП на душу населения, занятость Абхазии, но также устранить нарастающие диспропорции в развитии регионов между Западной и Восточной Абхазией. Мне кажется, несложно было бы сделать и решить ряд других вопросов, таких как упрощение перехода границы по реке Псов. Ежегодно, несмотря на то, что граница оборудована, отдыхающие россияне, которые приезжают в Абхазию, жалуются на то, что им приходилось устраивать многочасовые очереди и прибывать в Абхазию. Это, естественно, сдерживает приток туристов Абхазии, является фактором, сдерживающим развитие экспорта услуг. Здесь же можно добавить такие организационные вопросы. Например, многие граждане Российской Федерации, которые проживают в Абхазии, жалуются на то, что сталкиваются со сложностями при оформлении российского паспорта, при замене паспорта. Приходится часами выстраивать в очередь, чтобы получить талончик на следующий год или на 2 года вперед, чтобы в это время подойти и сдать документы на оформление паспорта. Это вроде не такие серьезные вопросы, но тем не менее настроение у людей портится. Конечно же, для Абхазии очень интересно является участие в таможенном союзе, но в силу того, что мы не признаны Белоруссией, Казахстаном, этот вопрос откладывается. Но тем не менее именно в наращивании экономических связей и усилении интеграционных процессов Абхазия может видеть путь для повышения экономического развития, повышения качества жизни людей и выхода из той экономической ситуации, в которой она сегодня находится. Мы жили по российским законам, вернее, приспосабливали свою нормативную базу под закон об образовании в Российской Федерации. Совсем недавно Россия приняла новый закон об образовании. Мы работаем в российском образовательном пространстве. У нас те же образовательные стандарты, программы, естественно, с учетом национальных компонентов. Накоплен, я бы сказал, большой опыт сотрудничества, но назрела необходимость дальнейшего его углубления. Речь идет о новом договоре с Россией. Я думаю, что надо там отразить. Сегодня сказать первое, второе, третье невозможно. Будут мною, например, даны некоторые наброски, которые вошли бы в этот договор, было бы, наверное, очень хорошо. Смотрите, в законе об образовании России сказано,
создать условия для интеграции системы образования России с системами образования других государств на равноправной и взаимно выгодной основе. Мы все время это делаем. Мы участвуем во многих мероприятиях, которые проводятся в России, в странах СНГ, но имеем и свои подходы. Вот Россия перешла на Болонский процесс по схеме 4 года бакалавриат плюс 2 года магистратура. Мы перешли на схему 4 года бакалавриат плюс 1 год специалитет и плюс 1 год магистратура. Причем переход от одной ступени на другую на конкурсной основе. Многим россиянам, ректорам, это очень нравится. И они считают, что это правильно. Вот в России сегодня можно быть бакалавром-филологом, а потом пойти в магистратуру на 2 года на правоведение. У нас это невозможно. И правильно, что невозможно. В российском законе об образовании говорится, образование приоритетное направление развития государства. Мы говорим, образование должно стать национальной идеей. Оно, кстати говоря, вот и объединит, приведет к консенсусу, так необходимому нашему обществу. Это как частное. В законе там автономность образовательных организаций. Совершенно правильно. В 2007 году покойный президент Багапши издал указ о придании автономного самоуправляемого статуса Абхазскому университету и взял президент на себя функции учредителя. Там в законе сказано: защита и развитие, обратите особое внимание, этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации. И вот что сделала Россия в первую очередь в Крыму? Создала Крымский федеральный университет на месте. Вот наиболее эффективно, когда есть возможность готовить на месте кадры в своей национальной среде. И мы это делаем. Россия говорит в законе своем, что, значит, граждане иностранных государств и лица без гражданства имеют право обучаться, получать российское образование. Вот у нас в университете всего 43 специальности. В России около 300. Понятно, что мы охватить своими специальностями всю инфраструктуру Абхазии не можем. Поэтому, конечно, нужен целевой заказ, что в простонародье и в правительстве называют лимитами. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Абсолютно понятно, что целевой заказ – это нужды в кадрах организаций и учреждений, вот покрываются выделением мест. Я понимаю, когда Министерство обороны, культуры, внутренних дел, иностранных дел, СГБ, таможенная служба, МЧС в специальных вузах добиваются получения вот этого целевого заказа через соответствующее министерство и ведомство или непосредственно самим вузом. Теперь очередь Кабинета министров. Вот 5 раз уже объявляю. Значит, Кабинет министров сообщает, что до 5 ноября принимаются заявления для получения лимита. Что это значит? Если я хочу поступить в какой-то вуз в России, пожалуйста, готовься и поступай. Причем тут целевой заказ России? Мы должны сказать: россияне, вы нам всегда даете места, вот нам нужны вот такие-то, такие-то, такие-то специалисты через 5 лет, чтобы они вернулись
и, значит, влились в ряды, значит, работников в Абхазии. А здесь наоборот. И что получается? Вот как раз по тем же почти специальностям этот целевой заказ реализуется, которые имеются у нас в своем национальном университете. Как правило, юристы, экономисты, переводчики и так далее. Это подрыв своего национального университета. Россотрудничество. Ежегодно более 100 человек направляют, и тоже, к сожалению, по тем специальностям, которые имеются у нас. И что получается в итоге? 2100 человек в этом году окончили средние школы в Абхазии. 754 поступили в Абхазский государственный университет. Востребованность большая. Из них 32 всего человека русские. Плюс еще вот этот негосударственный СОИ. Плюс еще, что гагрыцы в основном переезжают в СОУ, в Адлер или в Сочи, там получают образование. Гальцы в МГУР переезжают и в Грузии получают образование. Торгово-промышленная палата, значит, мы заключили договор с Сакарийским университетом, торгово-промышленная палата просит у ректора Сакарийского университета места для своей организации. То есть растаскали контингент. Новый президент обещал, что займется вплотную образовательной сферой. Он и вице-президент, наши выпускники, мы надеемся на то, что с помощью россиян мы выжили, встали на путь развития, но теперь надо иметь и совесть, значит, самостоятельно, значит, поддерживать свое образование, которое, повторяю, это есть воспитание и обучение, чего во многом нам не хватает. В ходе второй сессии круглого стола выступили руководители силовых ведомств, очертив перспективы взаимодействия в сферах обороны и охраны правопорядка. Также были затронуты аспекты двустороннего сотрудничества по линии общественных организаций. За период 2009-2011 год был подписан ряд соглашений между Российской Федерацией и Абхазией, которые должны стать основой реального взаимодействия. В договоре о дружбе и сотрудничестве, о взаимопомощи между Абхазией и Россией от 17 сентября 2008 года имеются статьи, относящиеся к правоохранительной системе, в соответствии с чем между правительством Абхазии и России было подписано соглашение о сотрудничестве в области по борьбе с преступностью. В 2010 году между МВД Абхазии и МВД России было подписано 2 соглашения о сотрудничестве в приграничных районах в сфере правового обеспечения. На основании подписанных соглашений компетентные органы осуществляют сотрудничество по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений. Но они не затрагивают вопросы об оказании помощи в расследовании уголовных дел и в проведении различного рода экспертиз. Очень важным для нас элементом сотрудничества был обмен информацией и опытом о ходе всех российских реформ, преобразований в системе правоохранительных органов. Это помогло бы нам быстрее двигаться вперед и избежать тех ошибок, которые, возможно, были у наших российских коллег. Конечно же, здесь необходимо отметить оборот наркотических веществ. Необходимо более тесное взаимодействие с правоохранительными органами Абхазии и России. Как вы знаете, что в Абхазии структура, занимающаяся незаконным оборотом оружия, наркотиков, находится в структуре МВД, а в России она выведена отдельно. Здесь есть небольшие сложности для взаимодействия между нашими ведомствами. Этот вопрос тоже необходимо решать. Остро также стоит вопрос об оружии на территории Республики Абхазия. В настоящее время
регламентируется только положением Верховного Совета от 1994 года, которое регламентирует выдачу права разрешения и хранения огнестрельного оружия. Назрела необходимость принятия нового закона о порядке оборота оружия на территории Республики Абхазия. В целях повышения эффективности борьбы с преступностью между нашими странами была достигнута договоренность о создании координационного центра органов внутренних дел России и Абхазии. Этот вопрос пока у нас в стадии разработки, и мы достаточно плотно его обсуждаем. Мы полностью поддерживаем эту идею создания такого центра. Он позволит снять межведомственные барьеры и усилить координацию действий, в том числе в сфере, конечно же, создания общих баз по розыску лиц угнанного автотранспорта, паспортов различного рода, дактилоскопии, отпечатков пальцев. Считаем, что для эффективной работы координационного центра необходимо, чтобы его представители работали как в Абхазии, так и в России, обладали всеми необходимыми полномочиями для решения возникающих проблем. Сразу подчеркнем, что речь не идет о поглощении МВД России, МВД Абхазии. Россия не намерена на территории Абхазии вести оперативную работу с силами российских полицейских. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям и надеемся на то, что оно сделает нашу работу более результативной. Также выражаем надежду на то, что этот орган, координационный орган, который будет создаваться, не будет просто функционировать просто так, а будет функционировать в полную силу и не останется просто на бумаге и формально. Примерно, наверное, вот такие вот вопросы. Мы горды тем, что сегодня у нас есть надежный друг и стратегический партнер в лице Российской Федерации, который играет ключевую роль на бывшем постсоветском пространстве. Для Абхазии выстраивание дружественных отношений со своим стратегическим партнером является основным приоритетом. Реализация данной стратегии задачи напрямую связана с развитием России абхазского сотрудничества в военной сфере. Двусторонние отношения наших государств в военной сфере отличаются высоким уровнем взаимного доверия. После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, Абхазия строит стратегические союзнические отношения с Россией. 17 сентября 2008 года наши государства заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Согласно этому договору предусматривается тесное сотрудничество в области внешней политики, взаимодействия в деле укрепления мира, защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия. Противодействие актам агрессии со стороны любого государства или группы государств и оказание друг другу необходимой помощи, включая военную, в порядке осуществления прав на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Другими основополагающими двусторонними документами является Соглашение о сотрудничестве в военной области, Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия, Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Кроме указанных выше документов, широкий спектр вопросов в различных сферах жизнедеятельности двух стран базируется на более 80 двусторонних документов и соглашений, подписанных между Абхазией и Россией. Отношения между нашими государствами приобрели реально доверительный и продуктивный характер. Несмотря на положительный опыт двустороннего сотрудничества в военной сфере, сегодня международная обстановка и задачи развития и укрепления вооруженных сил Абхазии диктует необходимость российско-абхазского военного сотрудничества. Нам необходимо сформировать единый внешний контур обороны. Это позволит нам осуществлять взаимодействие по обеспечению безопасности внешних границ нашей республики. Предусмотрев формирование общего пространства обороны и безопасности посредством создания объединенной группировки войск двух государств, подчиненной объединенному командованию, что ни в коем мере не означает упразднение нашей армии, Министерства обороны Республики Абхазия. А Министерство обороны Абхазии смогло бы сосредоточиться на вопросах строительства и модернизации военной инфраструктуры, тылового обеспечения, в вопросах мобилизации и подготовки и учета резервистов, пенсионном и социальном обеспечении военнослужащих.
В целом мы проявляем повышенный интерес к расширению взаимодействия в военной области с нашим стратегическим партнером в лице Российской Федерации. Надеемся, что новый формат взаимодействия в внешней области, в военной области решит вопрос, остро стоящий перед нашими вооруженными силами. В настоящее время вооруженные силы Грузии не готовы к масштабному наступлению. Это видно по составу войск, по их организационной структуре. В частности, как вы знаете, вооруженные силы Грузии представляют собой исключительно сухопутные войска, то есть не предполагается в ближайшее время проведение крупных десантных операций. Кроме этого, ведь посмотрите, что происходит, например, в авиации, которая тоже перестала быть отдельным видом вооруженных сил. Ведь из 12 штурмовиков Су-25, которые имела Грузия, 6 были переданы, скорее всего, украинской стороне, а возможно переданы все. А передача штурмовиков, это по сути говорит о том, что грузинская армия не готовится к проведению боевых действий в ближайшее время. Но вы знаете, отсюда абсолютно не следует, что это не может случиться в некоторой перспективе. И здесь хочу вам напомнить мнение грузинских экспертов, которые говорят о том, что местные выборы в Грузии, которые состоялись летом этого года, их успех на них, грузинской мечты, во многом был обусловлен тем, что существовал очень большой страх у местного населения, что националисты вернутся во власть. И в результате к власти в Грузии придет новый Михаил Саакашвили по другим именем. И это реально. Кроме этого, усиливается сближение Грузии с НАТО. И если это пойдет дальше, то в этом случае возможно появление грузинской армии наступательного потенциала. Что может этому противопоставить Абхазия? С одной стороны, очевидно, что Абхазия имеет очень хорошее преимущество в том плане, что наступление может быть организовано только по реке Ингур, если говорить о сухопутном наступлении, либо может быть проведена десантная операция. И с этой точки зрения, учитывая, что возможность войны исключать никто нельзя, я думаю, что абхазская армия, а ведь именно наличие собственной армии, это вообще-то говоря атрибут независимого государства, должна быть готова к реальному проведению боевых действий по защите собственной территории страны, даже при наличии российской группировки. А что мы видим реально? Вот давайте посмотрим, как это может быть сделано практически. Та абхазская армия, которая сейчас имеется, она в основном предполагает моб-развертывание. Да, действительно заявляется там о 3 часах, да. Но как военный эксперт я несколько сомневаюсь в готовности к выходу через 3 часа, может быть, я ошибаюсь. Но ведь посмотрите, ведь для того, чтобы предотвратить вооруженное нападение со стороны Ингур, нужно иметь там силы достаточные для сдерживания там противника. Если же произойдет, положим, внезапное ухудшение ситуации, насколько действительно абхазская армия будет готова к силовому прикрытию границ. К сожалению, если исходить из численности, которую она имеет, я думаю, что без моб-развертывания она не будет готова надежно закрыть границу в сжатые сроки. Что отсюда следует? Отсюда следует, что, скорее всего, надо рассмотреть вопрос о возможности перехода абхазской армии на контрактно-призывной принцип комплектования, так как это сделано в Российской Федерации. Что я имею в виду? Я имею в виду не то, что сержанты должны быть контрактниками. Я считаю, что некоторая часть солдат должна тоже быть контрактными военнослужащими. И это, в первую очередь, должно касаться таких особых, структурных подразделений вооруженных сил, как горного батальона, который необходимо восстановить, так и батальона морской пехоты. Я думаю, что по этому направлению, по-видимому, надо очень серьезно работать, потому что здесь речь идет о возможности боевой слаженности. Потому что одно дело, когда наступает, например, мотострелковый батальон при отсутствии поддержки, а другое дело, когда он действует совместно с другими родами войск. Это должен быть отработано в ходе учений. Теперь посмотрим дальше. Ведь если такие батальоны, тактические группы не будут созданы заранее, и они не будут готовы к отражению нападения, я могу сказать, что эту задачу в период моб-развертывания не решить в принципе. Потому что после моб-развертывания нужно проводить слаженность подразделений. Кроме этого, ведь посмотрите, для того, чтобы защитить надежную границу, ведь должно быть совместное выдвижение войск абхазской армии и российской армии. Насколько они готовы совместно выдвинуться?
насколько у них отработано взаимодействие уже в бою по прикрытию границы. Имеется ли такой опыт по закрытию надежному границы по реке Ингур, я в настоящий момент говорю. Абхазская армия должна получать современное российское оружие. И тогда в этом случае она будет готова к защите границы надежно. Она тогда будет готова к боевому сопряжению с российскими военнослужащими. Потому что если мы используем разные образцы вооружений, нам очень сложно вместе воевать. Это речь идет и об ударных системах. Речь идет о системах связи. Речь идет об организации тылового обеспечения. То есть вот именно это должно быть прописано в приложении к соответствующему договору о взаимодействии, если мы говорим о реальном боевом слаженности и возможности вместе защитить границу. Мне кажется, что вот российско-абхазские отношения – это наше совместное достояние, и ответственность за то, как они развиваются, несут как Россия, так и Абхазия. Поэтому совместные форумы, подобные сегодняшнему, круглые столы, иные совместные акции крайне важны для откровенного и конструктивного разговора о достижениях и о проблемах. А то, что проблемы неизбежно возникают в процессе взаимодействия партнеров, и тем более в условиях столь асимметричного партнерства, какое мы имеем в партнерстве между Абхазией и Россией, я думаю, это совершенно естественно. С одной стороны, это крупнейшая ядерная держава, член Совбеза ООН, а с другой – небольшая, частично признанная Причерноморская республика, к тому же пережившая разрушительный военный конфликт, но в то же время обладающая серьезным экономическим, геополитическим и иным потенциалом. И тем не менее, я убеждена, что равноправное и взаимовыгодное партнерство между Россией и Абхазией вполне реально. Говоря об абхазской стороне, можно утверждать, что абсолютное большинство жителей нашей страны высоко оценивают как гарантии безопасности, предоставленные нам Россией после 2008 года, так и финансово-экономическую помощь, позволяющую нам перейти от стратегии выживания к стратегии развития. И те бурные дискуссии, которые развернулись в абхазском обществе в связи с вопросом об использовании российской социально-экономической помощи, вполне закономерны в такой стране, как Абхазия, стране, где существует плюрализм мнений и свобода выражения. Нам необходимо сотрудничать не только в сфере безопасности, политики, экономики, но и в гуманитарной сфере, на уровне прямого общения между нашими обществами в самом широком смысле этого слова. Прекрасно, что абхазская молодежь может получать образование в российских вузах, но и молодые россияне могли бы учиться в абхазских вузах, чаще приезжать в Абхазию для участия в совместных молодежных форумах, летних университетах, спартакиадах, совместно развивать экологический туризм. И не только молодежь, женщины, журналисты, деятели культуры и науки, активисты гражданского общества могли бы получить много полезной информации и положительных эмоций от общения друг с другом на гостеприимной земле Абхазии. Мне довелось участвовать уже в 3 российско-абхазских гуманитарных форумах, проходивших в Сухуми. И я знаю, сколько прекрасных и многообещающих соглашений было подписано о сотрудничестве в самых разных областях. Но проходит время, и, к сожалению, очень мало что реализуется на практике, а многие из подписанных документов так и остались невостребованными и нереализованными. И, возможно, в этом недостатке общения и взаимодействия на уровне гражданского общества и кроется причина некоторого осуждения, да и просто непонимания частью российской интеллектуальной элиты роли и значения Абхазии как стратегического союзника России, играющего важную роль в отстаивании российских национальных интересов на Кавказе, да и в более широком пространстве. Как известно, Абхазия исторически сформировалась как полиэтническое и поликонфессиональное государство. И это то, что мы обязаны
сохранить. Думаю, становление Абхазии как гражданской нации – это одна из важных задач, которую нам, гражданам Абхазии, предстоит решить. И хочется надеяться, что Россия также будет способствовать тому, чтобы эта задача была успешно реализована. И в заключение хочу выразить надежду, что у нашего нового руководства есть стратегическое видение будущего российско-абхазских отношений, и что ему удастся четко сформулировать ключевые проблемы, стоящие перед нашей страной, и наши национальные интересы. Это позволит сделать наше партнерство с Россией еще более продуктивным и взаимовыгодным и совместно совершить реальный социально-экономический прорыв. Если мы следуем названию нашего круглого стола и говорим о контурах интеграции, то главный вопрос, который контуры определяют, это степень интеграции. Насколько она будет велика и как будут выстроены эти отношения и в политическом, и в правовом плане, и в плане, так сказать, ментальном, по большому счету, который определяет первые два. И здесь мы должны совершенно четко себе представить, что как бы есть, хотим мы того или не хотим, совершенно два альтернативных пути. Пока вот на сегодняшний день мы имеем совершенно четкую тенденцию, и со стороны как бы Российской Федерации пока нет оснований нам говорить, что она изменится, о том, что Россия хочет видеть в Абхазии равноправного партнера, союзника, который не вынужденно находится в орбите российского влияния, а вполне осознанно, который взаимодействует, исходя из своих стратегических интересов. Но мы должны также совершенно четко понимать, что этот маятник может колебаться. И колебаться он будет не только и не столько в зависимости от того, какая политическая идеологическая линия будет определять действия российского руководства, сколько от того, как мы внутри Абхазии сможем провести преобразование и выйти на качественно новый уровень. Вот и он и будет определять, какой будет интеграция. И здесь об этом много говорилось, я повторять не буду, сосредоточусь на нескольких моментах. Ну, во-первых, как бы для того, чтобы это была интеграция равноправных игроков, Абхазии действительно нужно выходить на новый уровень экономического развития. То есть здесь ключевой момент, чтобы уже не шла какая-то, так сказать, помощь России как первенствующее основание для развития экономики региональной, а чтобы вклад региональной экономики становился все больше и больше. И для этого есть все основания, но как бы необходимы структурные реформы, в том числе и диверсификация производства, и уход от доминирующей исключительно роли одной рекреационной сферы. То есть здесь есть серьезные, очень глубокие перспективы для развития. Еще один очень важный вопрос, который касается рамок взаимоотношений. Нужно настраивать новые механизмы взаимодействия по тем вопросам, которые касаются обоих государств. Я приведу простой пример. Мы действительно очень глубоко взаимодействуем, и Абхазия, и Россия, и на парламентском уровне, и на уровне исполнительной власти, и на уровне гражданского общества. И тут замечательный казус, который я, как и все абхазы, проживающие в России, на себе испытал. Уведомление о наличии второго гражданства. Я думаю, что при четкой постановке взаимодействия казуса с такими партнерами, как Абхазия или, скажем, Осетия, можно было вполне избежать. И все это в законодательстве совершенно четко прописать. Этот закон абсолютно не против абхазов или осетин, даже не их касается в первую очередь. Но как бы проблему он создал реально нам. То есть здесь как бы вот степень этого взаимодействия на повседневном уровне нужно качественно расширять. Еще один момент, который касается вот сотрудничества по большому счету. Абхазия видит в России большого стратегического партнера, но есть целый комплекс вопросов, которые мы не сможем или не должны, так сказать, располагать на то, что Россия в этих вопросах нам будет помогать. Мы должны представать как единый интегрированный народ, каким мы являемся и до сегодня. Но вот сегодня Олег Алексеевич очень много об этом говорил. Для того, чтобы мы шли вровень с Россией, для того, чтобы у нас сотрудничество было равноправным, нам нужно строить общество 21 века.
А общество 21 века – это общество интеллектуальное, это общество информационное, это общество, основанное на других представлениях о том, что его объединяет. То есть нам, безусловно, нужно развивать наше представление о языковой общности, о культурной общности. Это фундаментальные вещи. Но нам совершенно четко нужно понимать, что без образованных интеллектуалов, без людей, которые качественно подготовлены и способны решать новые задачи, мы все равно будем зависеть от России, по крайней мере, так сказать, в плане подготовки кадров. А эта зависимость должна быть диверсифицирована. Абхазский университет вполне способен по многим направлениям подготовить кадры. И как бы для меня, большое удивление вызывает, когда огромное количество людей обучается на юридических, экономических факультетах в России. Я думаю, что юристов, экономистов, особенно с абхазской спецификой, можно вполне подготовить и здесь. С другой стороны, в чем нам нужно взаимодействие с Россией? Вдумайтесь, подготовка специалиста-химика одного студента в год стоит 146 тысяч рублей в России по официальным установленным стандартам. Потянет это сейчас экономика Абхазии? Я думаю, что нет. И вот по этим направлениям, по направлениям фундаментального знания, там, где нужны колоссальные инвестиции, вот здесь нам жизненно необходима помощь России. И я думаю, что вот в рамочные моменты это нужно обязательно включать. И еще один момент. Вот говорили о том, что отток кадров и, с другой стороны, нехватка кадров. Российские крупные компании, государственные структуры давно пришли к очень эффективной схеме, и ее нужно адекватно принимать и здесь использовать. Трехсторонний договор того, кто учит, того, кто принимает на работу, и государство. Тогда это эффективно, тогда человек, действительно получая образование, возвращается и гарантированно получает работу. Вот когда у нас будут здесь в Абхазии адекватные, качественно подготовленные кадры, вот тогда мы сможем перестраивать нашу экономическую модель, и мы будем действительно для России равноправным партнером. И я уверен, что Россия этого действительно хочет. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Мы все прекрасно понимаем, что есть разные сегменты российской политической элиты. И есть те, кто после недавнего возвращения Крыма считает, что оптимальное решение абхазского и осетинского вопроса такое же, идентичное крымскому. Оно, естественно, не устраивает наш народ, который выстрадал свою независимость и который хочет ее развивать и дальше. Но нам при этом совершенно не стоит, как это у нас иногда бывает, опасаться некоторых незнакомых слов. Вот говорят о ассоциированных отношениях. И сразу, все, ужас, это включение Абхазии в состав России. Но ничего подобного, ассоциированные отношения – это вполне нормальная мировая практика. Главное, чтобы ассоциированные отношения не складывались так, как Украина с Евросоюзом. Когда открывают договор, а там прописано совсем другое. Вот я думаю, в условиях наших партнерских взаимоотношений с Россией такого быть не может и не должно. И, соответственно, я думаю, что те рамочные документы, которые будут заключены, будут обеспечивать действительно адекватное взаимодействие между двумя равноправными субъектами, каждый из которых имеет и интерес, и уважение к своему партнеру. Итоги работы круглого стола подвели посол России в Абхазии Семен Григорьев и исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба. Я думаю, что это было только начало той общественной дискуссии, о которой мы говорили. И поэтому с этим связаны неизбежные минусы и плюсы сегодняшнего круглого стола. Наверное, сегодня нельзя было обойтись без тех экскурсов в историю, как российско-абхазских отношений, так и нашего сотрудничества в конкретных сферах, которые прозвучали в выступлениях некоторых из сегодняшних ораторов. Многие вопросы для меня лично остаются открытыми, и это, наверное, естественно. Они требуют профессиональной, экспертной проработки. Скажем так, для меня во многом остается лозунгом открытия российско-абхазской границы на ПСОУ в кратчайшее время, в ближайшее время, как это звучало и сегодня. Нужен конкретный расчет, коллеги. Вот в последнем выступлении было сказано, что требуется просчитать конкретные финансовые расходы. И это касается буквально любого положения того нового большого договора, о котором мы говорим в настоящее время и в России, и в Абхазии.
хочу сказать очевидную вещь. Открытие российско-абхазской границы на реке Псоу возможно только при полном перекрытии грузино-абхазской границы, при ее серьезном инженерном оснащении, при значительном укреплении в персональном смысле, при значительных структурных реформах в той совместной охране границы, о которой у нас есть совместное межгосударственное соглашение. А все это, как вы понимаете, требует определенного времени и материальных расходов. Поэтому я бы призвал быть более ответственными в выдвижении таких лозунгов, чтобы не завысить планку общественного ожидания и не вызвать, извините, общественное недовольство через 6 месяцев, 12 месяцев, когда российско-абхазская граница останется в нынешнем состоянии и будут говорить о том, что не выполнены чьи-то предвыборные обещания. И это же касается, между прочим, и распространения российских социальных стандартов на Абхазию. Я пока еще не слышал ни одного конкретного расчета о том, сколько это будет стоить. А увеличение пенсий, да, в абхазском обществе сейчас активно ходят разговоры, что средняя пенсия будет составлять 15 тысяч рублей. Извините, у нас не во всех субъектах Российской Федерации пенсионеры получают 15 тысяч рублей. Да, распространение российских стандартов на зарплату бюджетников, на зарплату силовиков, выплата материнских капиталов, извините, даже не имея конкретных цифр на руках, это миллиарды. А все это накладывается на тот международный контент, о котором говорили сегодняшние выступающие, и о влиянии этого международного контента на финансовые возможности Российской Федерации. Поэтому мы, естественно, находимся только в начале пути. Этот путь неизбежно, хотя мы, конечно, не хотим его максимально сократить по времени, он будет не коротким и будет требовать, наверное, еще ни одного такого мероприятия, которое мы сегодня провели. Все доклады были очень интересные и такие многопрофильные. Я думаю, что любой из докладов может быть темой для круглого стола, если это удобно рассмотреть. Поскольку российско-абхазская интеграция — это очень обширное понятие, очень обширный такой концепт, и он находится в процессе и разработки по жизни. Меняются формы, меняется контекст, меняются какие-то аспекты, акценты в ту или другую сторону. Поэтому здесь каждое направление этой темы, оно, конечно, имеет самостоятельный интерес и интерес для подобных конференций и круглых столов. Но тоже очень интересно, конечно, было послушать советы и рекомендации наших коллег российских о том, о внешней политике, о том, какие направления развивать нам. Здесь очень важно общаться, проговаривать, обсуждать и спорить, и к чему-то приходить. Я желаю, чтобы таких столов было больше. И для нашей молодежи очень важно учиться, аргументировать, использовать аргументы, и принимать или не принимать чужую точку зрения. Спасибо всем.